Места ожидания, все столбы и ограды плюс интернет-пространство – отличное поле для размещения рекламной информации. Реклама окружает нас повсюду. Чтобы повлиять на разум людей, рекламщики пользуются любыми средствами. Например, здесь можно найти массу объявлений об оказании самых разных услуг. Среди прочих можно найти объявления и об оказании нелегальных услуг. Этому объявлению уже много лет. Представители этого бизнеса оставляют контакты и легко принимают звонки, дают консультации. Позвонили по указанному номеру и мы. Гудки идут, но на другом конце провода упорно молчат, как будто догадываются, что звонят не клиенты. Набрали следующий номер телефона все по тем же услугам, то есть по оказанию помощи в обналичке мат-капитала, и получили перечень необходимых документов. Все бы ничего, да вот только поведение людей в этой паутине огорчает. Жители не задумываются о легитимности данного процесса и легко попадаются на удочку мошенников. Есть и сарафанное радио из уст в уста, которое тоже доверяют. Иногда кажется, что больше, чем официальным рекламным службам. Лжерекламщики строят целые финансовые пирамиды, используя неофициальные средства информирования и не скупясь на объявления. А в результате страдают простые люди. Все потому, что наивные граждане доверяют без проверки достоверности информации и добровольно вкладывают свои средства, а результат таков. Нас всех одурачили! Ответственность за несанкционированную рекламу все же есть. Запрет на расклейку объявлений на фасадах зданий, опорах уличного освещения и других объектах инфраструктуры прописан в административных актах муниципалитетов. Кроме того, с нелегальной рекламой борются и ответственные органы, сотрудники правопорядка и антимонопольная служба. Но самое главное, сам потребитель должен быть осторожным. Лучше всего пользоваться достоверной и проверенной информацией.